Зачем импортное, когда есть свое? В Горском государственном аграрном университете ученые выводят новые сорта картофеля, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Процесс трудоемкий и не быстрый, однако сейчас развитие этой отрасли в Северной Осетии особенно актуально. Зара Соколоева продолжит тему. Аспиранты высаживают в специальную установку наш осетинский сорт картофеля. Каждые 8 минут через форсунки к микрочеренкам подается вода и питательный раствор. Такой способ значительно повышает урожай. В среднем можно получить от 30 до 70 клубней. Проходит определенное количество времени и начинают образовываться клубни. И вот эти клубни можно каждые 2 недели собирать. То есть каждые 2 недели там уже образуются клубни. Если вам нужны клубни побольше размером, можно периодичность сделать поменьше. То есть не через каждые 2 недели, а через 3 недели или через месяц, что если хотите покрупнее клубни собрать. То есть здесь можно регулировать количество получаемых клубней, их размер. Выводит сорта доктор сельскохозяйственных наук профессор Султан Басиев уже больше 20 лет. О картофеле знает все. Его первый осетинский сорт занесли в Росреестр в 2019-м, а фарн в прошлом году. Для выведения одного конкретно сорта в лучшем случае нужно 14 лет. А так иногда бывает так, что за 30 лет человек не может вывести ни одного сорта. Работает. У нас результат нормальный пока что, можно сказать. У нас вот вышли 2 сорта. Будем размножать наши же сорта, наши гибриды. Все начинается в лаборатории университета. Всего несколько этапов. На каждом обязательная диагностика. Оценивают по 52 показателям. После мини-клубни высаживают в горшочки и аэрогидропонные установки. Только потом в поле. Урожайность такого картофеля 30-35 тонн с гектара. Продукт экологически чистый, а главное – устойчивый к заболеваниям. Сейчас ученые выводят новые сорта картофеля. Уже выработали 3 гибрида. В этом году их подадут на регистрацию. А значит, наш отечественный продукт как минимум не хуже импортного. Я думаю, что будут работать наши сельхозтоваропроизводители. И, само собой, будет уже и внедряться, наверное, легче будет нашим сортам. Зачем импортные, когда есть свои, не уступающие качеству продукты? Северная Осетия обеспечена не только картофелем, но и семенным материалом различных сельхозкультур. Те сельхозтоваропроизводители, которые ранее законтрактовались и должны были получать импортные семена, переходят на семена отечественной селекции. Договора уже подписываются. Со временем, конечно, но, наверное, 100% посевного материала будет отечественной селекции. Главное не количество, а качество. За короткое время уже в 2 районах выявили контрафактные семена. Вопрос взял под особый контроль Россельхознадзор Республики. Есть ГОСТ, схожести семян, энергия прорастания. И сегодня, конечно, многие пользуются этой ситуацией, обрабатывают, калибруют товарное зерно, расфасовывают в мешки, голограммы подделывают и поставляют сюда. Причем за по баснословным ценам. Многие на это клюют, покупают семена, потом, когда мы проверяем схожесть, оказывается, в некоторых 10, 15 или 82%. Международный ГОСТ здесь 90%, а российский ГОСТ ниже 94% не рекомендовано проводить при схожести, не рекомендовано проводить посев. В условиях санкций развитие этой отрасли в республике особенно актуально. Это хороший шанс для фермеров. Нужно максимально использовать появившиеся возможности, наращивать объемы производства и полностью заменить импортные поставки. Зара Соколоева, Диана Кабалоти, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге».